Всех приветствую! С вами Айке Бешекеева. В сегодняшнем новом выпуске мы с вами поговорим о киноиндустрии. Манас тирүү чагында кылбай баарына ал өлөр менен минтип болуп отурам тагына. В 2022 году кинокомпания Акбата выпустила фильм «Семетей сын Манаса». Потратили, как утверждают создатели фильма, $3 миллиона. Уважаемые зрители, если вам нравится наша работа и вы хотите нас поддержать, то подписывайтесь на наш Patreon. Теперь продолжаем. Также авторы фильма утверждали, что поддержку оказывал сам президент Садыр Джапаров. Президенттің қандай тиешесі бар, қаншалық қолдап атады деп. Садыр Нұрғожаевич менен мен екі жолы кенен талқыладым. Біріншісінде 9 январь боюнча ертең шайлоо деген күн болчу. Ушунда кино тартсам, колдосоңор дегем. Анан кийинчерээк бир жолу неметтик дагы бир сүйлөшөбүз деп. Анан июндун 17-синде жолу башка бир проект менен анан айттым, баягы кинону колго алсак болот эле. Мага $300 000 4 айга карыз кыла берсеңер, бир бизнесмендерге айтып, мен прокаттан кайра ордуна коюп коет элем. Но еще на стадии съемок он вызвал протест со стороны манасчы. Они даже создали петицию и провели пресс-конференцию. Манасчылар менен кеңешилбей, коомчулук менен эсептешпей эле Семетей тууралуу кино тасма тартылып баштаптыр. Бул тууралуу бүгүн белгилүү манасчылар айтып чыгышты. Бул мындай нерсе болуп атат да, силер тартырбасаңар биз башка жакка көргөзө беребиз деген нерсе болуп атат да. Анда мамлекет сыймыктанган нерсесин ар кимге талап коюшун карап отура береби. Мына мисалы Кытайлар айтып жүрөт, Кытайча которгондо Қаңқор Манас дегенді ушундай которуп койгон дейт, вампир Манас дегенде эле которуп койгон дейт. Бир сөздөн Манастын кадыры кандай болуп кетип атат. Ал эми бул жерде бүтүндөй бир окуя жатып атат. Кытайга болгон кошомат жатып атат. Кытайга эле эмес, ал жерде башка элчилерге дагы кошомат жатып атат. Из-за скандала президент Садыр Джапаров вынужден был прокомментировать свою поддержку фильму. На моем приеме был кинорежиссер господин Умирзак. Он сказал, что собирается снимать фильм. Как я могу запретить гражданину, который хочет работать? Несмотря на скандал, фильм вышел в свет и даже получил премию в Милане и в Нью-Йорке. Премия в Милане оказалась на поверку дипломом за внимание к истории. Сам фестиваль изначально проводился как фестиваль русскоязычного кино. Ну а Бруклинский мост и вовсе онлайн-фестиваль русскоязычных театров. И как кино получило диплом в театральном конкурсе, непонятно. Так кто же снимает фильм по, возможно, самому главному произведению кыргызского народа – эпосу «Манас»? Өмүрзак Төлөбеков снял несколько фильмов. Один из известных фильмов «Президент и бомж». Среди других работ есть также документальный фильм «Народный лидер Садыр Джапаров». Я очень горд, что родился и рос на берегу Иссык-Куля. В 1986 году я поступил в физкультурный институт. После года учебы в институте его призвали в армию. Служил я неподалеку от Новосибирска, в войсках связи. Өмүрзак Төлөбеков написал сценарий к фильму «Манас», и по его планам для съемок будут привлечен даже Голливуд. Кыргызстан совместно с США, Китаем и Индией снимет фильм «Манас». Об этом сообщил киносценарист Өмүрзак Төлөбеков. В кинокартине примут участие мировые звезды. Бюджет фильма предварительно составит от 40 до $100 миллионов. И опять без президента не обошлось, а точнее советника президента Медеты Букуева. О чем говорит сам Өмүрзак Төлөбеков. Он оказал значительную поддержку уже после выхода фильма «Семетей сын Манаса». Медет Умошевич оценил его по достоинству, и теперь, когда мы работаем уже над фильмом «Манас», его помощь неоценима. Понимая, что этот грандиозный проект одному будет трудно осилить, я предложил ему стать сопродюсером, и он согласился. Эту идею поддержал и президент Кыргызстана Садыр Джапаров. Төлөбеков даже сообщил изданию «Вечерний Бишкек», что в Кыргызстан прибыли представители кинокомпании из Голливуда Джулия Бо и Грейр Уильямс. На съемки этого фильма мирового масштаба мы намерены пригласить мировых кинозвезд Аль Пачино, Арнольда Шварценеггера, Стивена Сигала и турецкого актера Бурака. Про голливудских представителей мало что известно. Грейр Уильямс в ходе поездки по Кыргызстану носит спортивный костюм Сочинской Олимпиады 2014 года и дает интервью российскому режиссеру телевизионных программ Александру Старку.
Здравствуйте, меня зовут Грэр Уильямс. Я из Соединенных Штатов Америки. Я бы хотела поделиться с вами впечатлениями от моей поездки в Кыргызстан. Я ехала туда, чтобы изучить обстановку для потенциального развития продюсерских компаний. В некотором роде изучить 3 пункта для Голливуда. А Джулия Бо засветилась своим интервью с Курманбеком Бакиевым. Там ее представляют как голливудскую журналистку. Она обращается к беглому экс-главе Кыргызстана «Мистер Президент». Mr. President, I would like to ask you a few questions about yourself and about the future of the Kyrgyzstan. Рада тому, что могу спросить у вас несколько вопросов и донести ваши ответы до этого прекрасного мира, который ждет ваши ответы. Но это еще не все. Поиск по фотографии дал очень интересный результат. Мы нашли женщину, очень похожую на Джулию Бо. Это автор объявления на сайте по поиску репетиторов в России. Но зовут ее уже не Джулия Бо, а Юлия Большакова. Она предоставляет услуги репетитора американского и английского языка. И стоимость одного урока с ней 1000 рублей за час. И преподает этот автор объявления в районе метро Солнцево. Монастырчи говорили, что проблемы могут быть не только в фильме, а в том, в каком виде будут предоставлены ценности кыргызов в мире. Келечекте режиссерді айтып атат Қытайға прокатқа шығару бойынша. Ырыскем айтып аткан коркунуч ушул жерде. Эгер Кыргызстандын өзүндө көрсөтпөсө деле буну тартып алып туруп чет элге чыгара турган болсо, анда кыргызды анык тетири жагынан Манасы эмес, Семетей эмес, бардык бүтүндөй баалуулуктарыбызга улуттун наркына, каадасына шек келе тургандай одону маселелер жарат. Продюсер Акай кине Россия деп турат. Бул жөнүндө кызык, буну өзүнчө карап көрсө болот да. Анан кызыгы сценарий Астана, Москвада жазылып атат да. Эпос «Манас» — народное достояние. К фильму будут повышенные требования и большое внимание со стороны критиков. Напишите свое мнение в комментариях, что это. Грандиозный проект, который прославит Кыргызстан во всем мире, или же что-то другое. С вами была команда Темиров Лайв. До следующих выпусков.